Большая премьера в Чувашии. Сегодня в Национальной библиотеке презентовали фильм «Один из нас». В короткометражной картине история о том, как просветитель Иван Яковлев создавал чувашский алфавит. Как воссоздали образ будущего основателя Симбирской школы и других героев этой эпохи? Почему исполнителя главной роли пришлось подбирать еще и по росту? Неизвестные детали и впечатления о фильме в сюжете Дмитрия Ковалева. Можете не волноваться. Этот путь я выбрал давно и никогда с него не сойду. Художественных фильмов об Иване Яковлеве не снимали еще никогда. Служба кинематографии национальной телерадиокомпании экранизировала историю создания чувашского алфавита. Съемочный процесс длился 3 дня. Актеры и творческая группа работали в Ульяновске и Казани. Все, что было задумано, удалось. После презентации овации авторам. В образе будущего просветителя Григорий Петров. Сначала его рассматривали на другую роль, но именно он сыграл гимназиста и студента Ивана Яковлева. Создателям картины подошел возраст самого молодого в чувашском драмтеатре актера и его рост. Даже праправнучка, по-моему, Яковлева сказала вот при показе в Госдуме, то, что внешне актер похож, то есть попадание есть. Вот в этом плане, конечно, круто, спасибо ей. Сходство есть, конечно, но на самом деле некоторые моменты, не то чтобы я не понимаю, но я бы так не поступил, наверное. Я не знаю, я бы не нашел в себе силы, чтобы бороться вот со всем натиском всех остальных вот этих вот лиц, которые противодействуют тому, чтобы был создан вот алфавит. Непростой задачей было создать образы главных героев. К примеру, исполнителю роли Ивана Яковлева наклеивали усы. Мы старались максимально, чтобы было достоверно, чтобы не видно было, что это наклеенные усы. Например, у нас маленький Кузьма должен был заплакать. Он никак не мог заплакать. Мы что только не придумывали. И от лука не плачет он. Почему-то вот такой мальчик оказался у нас. Даже от лука не плачет, ни от чего. Вот пришлось нам придумать маленькую хитрость. Всех секретов съемочная группа не раскрывает. Говорят, что одной из задач было показать атмосферу той эпохи. Картину снимали там, где учился и работал Иван Яковлев. В здании Симбирской школы сейчас работает музей, и авторам фильма не пришлось специально готовить локации и декорации. Эпизодические роли в фильме исполняли не только профессиональные актеры, но и сами члены съемочной группы. Так, одним из гимназистов стал наш телеоператор Сергей Емельянов. Сейчас он также снимает сюжет о премьере картины. Вот, давайте его покажем. Серега, все ли получилось? И как вообще тебе твоя роль? Да, Дмитрий, считаю, что все получилось. Записали. Презентация фильма об Иване Яковлеве – яркий финал юбилейного марафона, посвященного просветителю. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков говорит, что эта картина должна попасть и в широкий прокат. Так мы будем вовлекать людей в то, чтобы исконные черты чувашского народа, в том числе связанные с языком, с культурой, с грамматикой, они будут еще мощнее, их надо тиражировать. Съемочной группе картины вручили благодарственные письма. Дмитрий Ковалев и Сергей Емельянов. Республика.